Здравствуйте! В эфире информационная служба детских новостей. Нет, мы ничего не перепутали, и в канун Международного дня защиты детей захватили весь эфир. Сегодня будет много интересного, не переключайтесь. Милана, кстати, что ты будешь делать 1 июня? Никит, конечно же, я отправлюсь в наш старый добрый парк культуры и отдыха. И если ты обратил внимание, он заметно посвежел, и это не случайно, ведь у парка скоро юбилей. Нашему городскому парку культуры и отдыха скоро 35 лет. Солидная дата. И на сегодняшний день здесь полным ходом идет подготовка к юбилею и Дню защиты детей. В парке вас встретят популярные аттракционы: колесо обозрения, орбита, колокольчик, автомобили и лодочки. Приветливый и заботливый персонал предложит попрыгать на батуте и прокатиться на пароходике. И поэтому детям так нравится проводить свое время именно тут. В парке мне нравится больше всех на батутах. А мне больше всех нравится на карусели. Вам нравится вообще сам парк? Да. Наш парк детства, мы его любим, мы к нему привыкли, поэтому это родное наше. Все здесь нравится. Конечно, каруселек мало. Да, хотелось побольше. Но это родные карусельки, так что все отлично, все хорошо. Мы весь месяц красили аттракционы, высаживали цветы, старались для наших юных посетителей, говорят работники парка. И теперь у нас ярко, весело и уютно. Здесь большая зеленая парковая зона, есть где прогуляться и посидеть в тени. А в небольшом лесочке можно отдохнуть на травке и устроить мини-пикничок. С огромной любовью о парке говорит его новый директор Ильгиз Анисович Ахмедшин. Дальнейшие изменения будут такие же грандиозные. Это будут установление новых скамеек, возможно, это будет асфальтирование площадки, это будет новые именно аттракционы. Ежегодно мы будем обновляться и удивлять людей, чтобы люди приходили и находили для себя что-то интересное, новое. Мы также продумали скидочную систему для всех людей и слоев населения. То есть каждый может найти для себя какую-то выгодную акцию и поучаствовать в ней, и приобрести билеты с очень выгодной скидкой. Коллектив парка поставил перед собой цель – сделать его центром досуга и отдыха не только для юных горожан, но и для их родителей, а также для подростков и людей старшего поколения. Совсем скоро в нашем родном городском парке появится много всего интересного, и здесь можно будет отдохнуть всей семьей. А нам остается только пожелать, чтобы все грандиозные планы и все мечты стали реальностью. Милана Семерякова, Оксана Михайлова, Любовь Карпова, специально для детского времени, телекомпания СТВ. Спасибо за отличный репортаж. Сразу захотелось покататься на всех аттракционах. А вот надо было участвовать в конкурсе репостов, который проходил в нашей группе ВКонтакте, и выигрывать приз так же, как Буранов Данис, который сейчас находится с нами в студии. Привет, Данис! Привет! Ты рад такому подарку? Да! Данис получает абонемент на все аттракционы парка культуры и отдыха для себя и своего друга. Спасибо! Круто! Никит, кстати, Данис не единственный счастливчик. Еще 4 победителей этого конкурса абонементы ждут в администрации парка. Ну а тем временем мы предлагаем посмотреть сюжет. Да, ведь совсем недавно для многих ребят отзвенели последние звонки. Детская студия побывала в Центре дистанционного обучения. Привет, друзья! Мы находимся в Центре дистанционного образования. Сегодня здесь проходит мероприятие, посвященное последнему звонку. Я сама являюсь выпускницей данного центра. Сейчас я студентка Московского колледжа. А сейчас мы поближе познакомимся с выпускниками и их учителями. Добрый день, дорогие наши выпускники, любимые наши ребята, уважаемые учителя, родители и гости. Разрешите поздравить вас сегодня с таким праздником, как последний звонок. Мы гордимся достижениями наших выпускников и всех учащихся. Вы такие замечательные, интеллектуально и духовно развитые, благодаря любви и пониманию, поддержке ваших родителей, высокому профессионализму наших учителей и, конечно, благодаря нашим условиям, которые создал наш центр. В такой радостный, волнующий, долгожданный день в зале Центра дистанционного обучения царила праздничная атмосфера. Ученики подготовили замечательную концертную программу, были вручены грамоты выпускникам, благодарственные письма родителям. Здравствуйте, Рамиля Гайфуровна. Что вы скажете о выпускниках этого года?
Добрый день, Танечка. Очень приятно тебя видеть в качестве фоторепортера, то есть корреспондента телевидения. Ну и теперь я, наверное, даже могу свободно обращаться к тебе как к взрослому. Татьяна Николаевна. Ну, в этом году в нашем центре выпускается 7 выпускников. Все они, значит, сдают экзамены и по окончании экзаменов отдыхают и продолжают обучение в нашем центре. Что вы пожелаете выпускникам? Во-первых, конечно, не надо попусту волноваться, надо спокойно сдать экзамены, хорошенько отдохнуть и с новыми силами приступить к дальнейшему обучению. Ну а те, кто уходит, конечно, чтобы все мечты их, желания сбылись, чтобы были здоровыми и чтобы нас не забывали, постоянно приходили к нам в центр. Мы всегда рады видеть наших выпускников. Амиля Гайфовна, большое спасибо за беседу. Буду надеяться, что ваш центр будет развиваться. Праздничное мероприятие получилось теплым и душевным. Каждый выпускник сказал слова благодарности учителям, родителям, услышал добрые пожелания и напутствия. Я в этом году очень хорошо училась, радовалась хорошим отметкам. В будущем я планирую продолжить, и когда окончу, постараюсь стать журналистом. После 12 класса хочу поступить в МГТУ на архитектора или на программиста. Мои пожелания учителям и руководителям, чтобы всегда были здоровы, здоровья им, счастья, послушных учеников и всего хорошего. Мы сегодня были на мероприятии, посвященному последнему звонку в Центре дистанционного образования. Хотелось бы пожелать ученикам удачи, успехов в сдаче экзаменов. С вами была Татьяна Сулеймовская и Радмила Симгулов, Гульгина Раскилина, специально для детского времени. Да, для кого-то прозвенят последние звонки, а кто-то только готовится пойти в школу. Причем готовится в прямом смысле этого слова. Учится не только читать и писать, но и считать. Смотрим сюжет про ментальную арифметику. Ментальная арифметика – это способ вычисления с помощью человеческого мозга без использования таких предметов, как бумага, ручка, компьютер или калькулятор, то есть устный счет. Ментальная арифметика помогает умственному развитию и способствует аналитическому и творческому мышлению. Тебе нравится ходить на этот кружок? Да, мне очень нравится ходить на этот кружок. Чем вы еще тут занимаетесь? Мы делаем тренажеры, как номер 1, 2, 3, 4 и 5, и решаем разные задачи. Привет, Амиля. Посчитай мне ментально в уме. 9 минус 6 плюс 1. Будет 4. Минас Абдулхаковна, с какой целью вы открыли этот кружок? После просмотра передачи Максима Галкина на Первом канале «Лучше всех» мы заинтересовались, так как мы видели одну девочку, которую назвали королевой математики, и она быстро в уме считала двузначные, трехзначные цифры. Вот. И мы заинтересовались, ездили, обучились в школе, где обучают преподаватели, получили сертификат и открыли сразу же курс по ментальной арифметике. В данном курсе дети вначале обучаются ментальному, то есть обучаются работе на абакусе, то есть китайским счетам, где с помощью правой и левой руки они вырабатывают счет. В дальнейшем мы развиваем у них ментальный счет, то есть они представляют эти абакусы перед глазами и начинают вычислять те или иные действия. При овладении методикой у вас одновременно будут развиваться левое и правое полушарие, фотографическая память, богатое воображение. Вы научитесь быстрому счету и улучшите концентрацию внимания. Теперь вы немного узнали о ментальной арифметике. А если это вас заинтересовало и вы хотите развить свои умственные способности и научиться считать на абакусах, то двери нашего института всегда открыты для вас. Репортаж подготовил Арслан Махмутов, Юлия Хамитова, Радмир Исянгулов для передачи «Детское время».
Кстати, математика мой самый любимый предмет. Никит, не знаю, как с математикой у ребят из следующего нашего сюжета, но то, что они живут сценой и танцем, в этом я уверена на все 100%. Милана, откуда у тебя такая уверенность? Да мне удалось побывать на их отчетном концерте. Сказать, что мне понравилось, ничего не сказать. Да и зачем говорить, лучше один раз увидеть. В зале на концерте театра танца «Лазурит» не было свободных мест, и это неудивительно, ведь это их первый отчетный концерт. Праздник красоты, грации, таланта состоялся благодаря кропотливому труду ребят и руководителя театра Руфины Исхаковой. На сцене и в зале царила особая теплая атмосфера, и не зря, ведь поддержать юных танцоров пришли не только их родные, но и друзья. Эмоциональный уровень вечера зашкаливал, и неспроста. «Лазурит» — это новое дыхание танца, свежие идеи, задумки и неповторимый шарм. На самом деле впечатления полностью были для меня неожиданными, потому что я настраивалась на то, что первый блин будет комом обязательно, потому что это самый первый наш отчетный концерт. Но все прошло очень даже хорошо, без каких-либо помарок. Дети молодцы, они сориентировались родителям. Большое спасибо за то, что они помогали, потому что такие концерты, это всегда работает команда. Это не может один человек все делать. Это такая большая команда, и у меня эта команда просто замечательная. На сцене одна за другой сменялись хореографические постановки в различных направлениях и стилях. Вальс цветов, в ритме сердца, лето, в раздумье, добро без границ и многие другие, которые поражали своим сюжетом и актерским мастерством юных танцоров. Впечатления просто грандиозные, мы все просто в эйфории, летаем в розовых облаках, мы не знаем, что будет дальше, но пока мы всем довольны. Вы волновались, когда выступали? Конечно, волновались, потому что это наш первый отчетный концерт, называется он «Знакомство с нами», поэтому, конечно, есть большое волнение. Почему даже большое волнение, которое было сложно преодолеть, но мы все смогли, мы все сделали, мы молодцы, мы «Лазурит». Концерт понравился. Вы волновались, когда выступали? Да. Как вы думаете, вы справились? Да. Мне очень понравилось, было здорово. Ладно. Сколько лет или сколько месяцев, дней, недель вы занимаетесь? Я 1 год. Я полгода. Театр хоть и молод, но уже успел обзавестись друзьями. Выступления «Лазурита» разбавляли известные танцевальные коллективы и вокальные исполнители. Поздравить ребят пришли заместитель главы администрации по социальным вопросам Гузель Ишимгулова и депутат городского совета Виктор Тюрин. Привет, девчонки! Поделитесь своими впечатлениями о прошедшем концерте. Мне очень нравилось, как Руфина Касимовна выступает. А чем тебе понравилось? Что больше всего запомнилось? Мне все запомнилось. Мне вообще понравилось, как танцевала старшая группа, все номера. Также понравились, как танцевали все младшие. Особенно мне понравилось, как они танцевали про свой танец «Солнышко». Очень яркие, выразительные дети. Там были мои сестры Алия и Залия. И мне нравилось, как они танцевали. Особенно трогательный момент настал, когда Руфина Касимовна сама исполнила танец, посвященный мамам. Руководитель театра показал себя на высшем уровне. Ее собственный артистизм был на высоте. Зрители растрогались, когда Руфина Исхакова подарила огромный букет роз своей маме. Ученики театра танца «Лазурит» показали в своих выступлениях, как они расцвели в руках умелого наставника и засияли теплыми лучами солнца. Вот таким ярким и запоминающимся выдался этот концерт. Милана Семерякова, Оксана Михайлова, Любовь Карпова. Специально для детского времени, телекомпания СТВ. У нас сегодня необычный эфир, и в студии снова гость. Знакомьтесь, Артур Камилович Умедбаев, директор СТВ. Здравствуйте, Артур Камилович. Мы очень рады, что вы нашли время и посетили нашу студию. Расскажите, как вообще возникла у вас идея о создании детской программы? Вообще эта идея, она не новая, скажем так, в истории телекомпании СТВ были подобные программы, но в конце 90-х и в начале 2000-х как-то успешным образом все это было забыто. Но когда, скажем так, я возглавил телекомпанию СТВ, первое, что мне пришло в голову, это
нужно воспитать молодые кадры, которые будут в последующем, скажем так, приносить радость не только себе в виде того, что они работают на телевидении, но и, конечно же, радовать нашего зрителя. И вообще, я думаю, что любой журналист, любой ведущий, он закладывается с детства. То есть, если с детства это понравилось и с детства это начало хорошо получаться, то в последующем это, возможно, будет профессией. Ну и, естественно, уже когда нашим ведущим, скажем так, исполнится 18 лет, они будут хорошо чувствовать камеру, хорошо чувствовать зрителя. И именно вот с таким вот подтекстом мы и создали программу детских новостей. А вам самому нравятся детские новости на нашем телеканале? Мне они очень нравятся, и заметил, что идет такой неплохой резонанс в соцсетях. Многие звонят, говорят спасибо за то, что эфир разнообразился. И мне нравится, и нравится зрителю, и это главное. Хорошо, а кто из известных телеведущих, конечно же, после нас вам больше всего нравится? Да, после вас, конечно же, это Иван Ургант. Почему Иван Ургант? Потому что это человек, который может, не создавая никаких текстов, импровизировать по ходу программы. То есть, насколько я знаю, все программы его пишутся практически на полной импровизации. Вообще очень уважаю ведущих, которые находятся сиюсекундно, то есть которые могут импровизировать, выдавать четкий и хороший эфир без записи и без предварительной подготовки. Это что касается ведущих, скажем так, шоу-программ. А из серьезных ведущих, наверное, для меня эталоном всегда служил и служит Владимир Познер. Спасибо. Расскажите, каким в будущем вы видите детское телевидение на нашем канале? Детское телевидение на нашем канале, вот как раз хорошо, что вы сказали, что именно телевидение, не просто одну программу новостей. Я на примере, допустим, того же самого телеканала БСТ, у них есть такой телеканал «Тамыр», то есть это отдельно существующая организация. Вот, не знаю, у нас в планах, наверное, сделать именно такую подорганизацию уже на базе телеканала СТВ. Но все это будет только тогда, когда у нас появится собственный эфир, собственное вещание, собственный телеканал. Спасибо. Ну что ж, вот такой насыщенной была эта предпраздничная программа, но, увы, наше эфирное время подошло к концу. Поздравляем всех с наступающим праздником, веселых каникул вам, ребята. А с вами были, как всегда, очаровательная Милана Семерякова и неподражаемый Никита Полосков. Всем пока!